Ну, думаю, да, это было бы эффективно. Потому что человеку, чтобы было бы выгоднее, он готов ставить подальше, но подешевле. Тем более, что выбора достаточно. Платных муниципальных парковок в Казани больше 70. Мест на них 2 с лишним тысячи. В основном в центре города. К примеру, стоянка на 40 мест на площади Свободы – одна из самых популярных. Около полудня свободных мест мы насчитали здесь меньше десятка. И на что только не идут автомобилисты, чтобы оставить машину в центре города бесплатно. У одних специальный значок «Инвалид», хотя машины явно не оборудованы под таких водителей. А другие попросту свинчивают регистрационные номера. А кому-то, как оказалось, и хитрости не нужны. Нет, не почву никогда, всегда оставляю. Работаю здесь рядом. А как у вас так получается? Не знаю, никогда штрафов не приходило. А вот парковка на Бурхана Шахиди возле железнодорожного вокзала у казанцев явно менее популярна. В полдень 2/3 мест свободно. К слову, она уже дешевле самых востребованных мест. Вместо 70 рублей на площади Свободы здесь 50. Добросовестных водителей тоже немало. За 7 месяцев этого года доход в городскую казну больше 26,5 миллионов рублей. На одного нарушителя приходится около полусотни оплачивающих, сообщает исполком. И когда нету места, где поставить, то тогда нормальная цена. Выбираешь или пешком, или на машине. Стараемся уложиться в 15 минут. Оплачиваем. Как цена вам 70 рублей тут? Дороговато, конечно. Просто за обычный кусок земли на ровном месте делают деньги. Но, в принципе, бесплатно сейчас нет ничего. Или все-таки есть? Минтранс России предложил регионам вдвое снизить тариф на парковки с низкой загруженностью или вообще отменить там плату. Решение за местными властями. Сегодня нам ответили в исполкоме. Правда, письменно. Казань уже работает по системе разных тарифов. По мере того, как будет загрузка парковок доходить до 80-85%, будет вставать вопрос об увеличении стоимости. С 1 марта 2017 года постановлением исполкома Казани был введен дифференцированный тариф за пользование парковками. Парковочный тариф перестал быть единым, и в зависимости от зоны он составляет 30, 50, 70 рублей. Более того, в исполкоме отметили, что проект нового приказа о методических рекомендациях Минтранс страны разрабатывал как раз с учетом опыта работы муниципальных парковок в разных городах, в том числе и в Казани. Столицу Татарстана тем временем, похоже, ожидает новое расширение зоны платных стоянок. Комитет по транспорту в конце июля опубликовал тендеры на их создание. Это 26 улиц, среди которых профсоюзная, правобулачная и участок у парка Горького. Лена Знатульна, Андрей Сентальцев, ТНВ Казань.